2024 год для республики богат на знаменательные даты. В этом году наравне с вековым юбилеем образования государственности Ингушетии также исполняется 100 лет со дня рождения известного ингушского писателя, прозаика и драматурга Ахмета Хамиевича Бокова. Народному писателю чечены Ингушетии посвящают выставки «Литературные вечера». Одно из таких мероприятий в эти минуты проходит в стенах Сагапшинской 19-й школы. На связи с нами сейчас Амина Зязикова. Амина, приветствую. Тебе слово. Сейчас мы находимся в сельском поселении Сагапши в 19-й школе. Именно это общеобразовательное учреждение гордо носит имя этого ингушского классика Ахмеда Бокова. Сегодня празднуют 100 лет со дня его рождения. Школьники подготовили песни, танцы, а также стихи, которые написали сами учителя. Среди зрителей также присутствуют его родные. Например, родной племянник Иса Боков. Иса, каким он человеком был? Мой дядя был очень простым человеком, он был больше как наставник. То, что, например, отец не мог сказать мне, мой дядя все время меня поправлял, все время мне подсказывал. Я даже вспоминаю такой эпизод, когда мне было 9 лет, мы были в Грозном, мы вышли из дома, мы шли в телевидение, потому что он работал редактором на телевидении. И он мне сказал: «Кянки, завари». И я вот тогда, для меня это было уроком, я это запомнил на всю жизнь. В смысле, вахавар на правой стороне, завар на левой стороне, когда мы вдвоем шли. Даже с Грозным в войнах не шбыр, но все равно для него было важно, чтобы наши адаты должны, чтобы это было. Или другой пример я могу привести. Я ему как-то сказал, что у меня с грамматикой плохо русский язык. И он мне дал совет: ты каждый день возьми хорошее произведение русское и каждый день по одной странице пиши. И таким образом за неделю ты сможешь набрать слова, где запятая, где... И знаете, у меня действительно произошло изменение, у меня потом стали совершенно другие оценки. И я его помню больше как человек, который имел жизненный опыт, который знал всю историю нашей Родины, Малой Ингушетии, и который все время давал ценные советы, подсказывал. И я вот весь свой жизненный путь, я все время помню его слова, особенно то, что касается нашего культурного наследия, потому что он все время старался в своих произведениях, начиная от выставки Карпуватов в Турцию, потом революционный период, когда только Хачи, Гордана, когда Магомед Джабаги, когда формировалась Горская республика, вот все эти эпизоды он мне очень меня просвещал, и вот с тех пор у меня все время вот эти вот мысли еще больше узнать об этом периоде, еще больше. Это все его наставления, они очень много дали мне в моей жизни. Спасибо, я думаю, это отличный пример для подрастающего поколения. Спасибо вам. На этом все, Хава. Амина, спасибо. На прямой связи из Сагапши с нами была Амина Зязикова.